Лаборатория социологических исследований открылась в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете. Как возник проект? Какие исследования будут проводить в лаборатории? Каким образом распорядятся их результатами? Побеседуем с Марией Филь, кандидатом политических наук, доцентом Московского государственного университета. Сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Мария, расскажите нам, пожалуйста, вообще, как возникла идея именно создания именно такой лаборатории, которая будет заниматься социологическими исследованиями. Почему актуален этот вопрос, как вы считаете? Но на самом деле вопрос социологии в Абхазии назрел очень давно. В советский период социология активно развивалась в нашем университете, в Абхазском государственном и вообще в Советском Союзе. Но с тех пор был очень большой перерыв, когда те старые школы, которые были сформированы по естественным причинам, прекратили свое существование, а нового ничего не появилось. И отсюда возникает очень большой пробел, причем пробел, который влияет на очень многие моменты. Это касается и экономического развития, и социального, и политического, и вообще улучшения жизни людей такой, какая она есть, потому что для того, чтобы принимать правильные решения органам власти, государственного управления, конечно же, нужно знать общественное мнение. Но, к сожалению, жители Абхазии за столько лет отвыкли уже по естественным причинам, опять же, тут никто не виноват, от того, что периодически нужно и важно для них в первую очередь принимать участие в социсследованиях. Это такая работа, которая не занимает много времени у гражданина, но очень сильно помогает органам власти и управления принимать правильные решения. Скажите, пожалуйста, непосредственно ваше участие в проекте, когда началось, почему он вас заинтересовал, скажем так, да? И знаете ли вы, скажем так, систему, которая у нас сейчас работает, насколько вы владеете информацией по поводу того, какая у нас ситуация в статистике? Меня этот проект заинтересовал изначально, когда было принято решение двумя ректорами, Олегом Алексеевичем и Виктором Антоновичем, это ректора Абхазского государственного университета и Московского государственного университета, о создании при Центре науки, который уже ранее был создан в АГУ, о создании лаборатории социсследований. Это решение было принято в апреле сего года, и буквально в течение нескольких недель, нескольких десятков дней работа была запущена, и в этой лаборатории сотрудничают представители Абхазского государственного университета и Московского государственного университета специалисты. И так как я работаю на факультете политологии МГУ, меня этот проект, безусловно, заинтересовал. Наш декан, уважаемый Андрей Юрьевич Шутов, член КОР Российской академии наук, приезжал в Абхазию. Да. Они вместе с Олегом Алексеевичем подписали соглашение 11 апреля, опять-таки, сего года. И с тех пор, мой интерес к этому проекту был очень большим. Мы поняли, что развитие статистики и социологии на данный момент в Республике Абхазия, нельзя сказать, что просела, но, в общем, недостаточно данных, которыми мы можем оперировать. И сейчас задача основная между нашими специалистами, и абхазскими, и российскими, создать систему, которая эти данные будет оперативно собирать, конвертировать в некий общий массив, и на этой базе мы будем отстраивать уже какие-то дальнейшие, как научные разработки, конечно, так как университеты стоят во главе, наука нас интересует, так и практикоориентированные. Как специалисты российские, абхазские совместно работают? Онлайн это происходит, как-то дистанционно? Или же идет какой-то обмен, сюда приезжают, как вы, например, еще кто-либо? Или, может быть, наши ездят ученые на то, чтобы как-то ознакомиться с ситуацией там, какими-то методами работы? Не знаю, как у вас это происходит?
Ну, на данном этапе уже, во-первых, ведется работа со студентами. Проведена уже первая ознакомительная лекция по прикладной социологии, это было в конце апреля. Сейчас мы планируем некую системную просветительскую программу совместную с Абхазским государственным университетом, где будут задействованы специалисты из МГУ, которые будут приезжать, не только я, безусловно, другие эксперты и специалисты, и не только ученые, но и общественные деятели, медийные какие-то персоны. Но нам это еще предстоит выяснить. Мы, так как являемся социологами в базе, мы хотим в данном случае опросить студентов, и это будет сделано буквально до 30 июня, до той поры, когда у них закончатся занятия. Мы спросим у студентов, кого бы они хотели видеть у себя в гостях. Мы постараемся им обеспечить визиты из России. И я думаю, мы на спутник тоже придем с этими людьми обязательно. Не хочу называть конкретные имена и фамилии, пусть пока это будет за кадром. Но уже есть люди, которые высказали желание, очень известные, очень влиятельные, не только на российском и абхазском, но и на международном уровне известные персонажи, которые хотят побывать в гостях в Абхазии, ознакомиться, выступить, пообщаться. Потому что, конечно, социология — это дело хорошее, но самое главное — это взаимное узнавание и вот этот вот диалог постоянный. Потому что вот сейчас мы буквально вот только что я вернулась из одной районной администрации, мы там встречались с людьми, с сотрудниками, с местными жителями. Был такой очень активный диалог, и спор, и беседа. Это даже выходит... О чем говорят с социологами обычные там, например, граждане, скажем так, да, которые, допустим, далеки от статистических данных каких-то, от того, как с ними работать и так далее? Ну, в данном случае, вот тема нашей встречи была общая оценка социально-экономического положения в Республике Абхазия. И просьба с нашей стороны была высказываться максимально откровенно, предельно искренне, потому что у нас нет задачи, вот ни у социологов, ученых, там, ни у каких-то других структур создать некую гламурную, прилизанную картинку, которая будет формировать некое иллюзорное представление о положении дел. Мы говорим о проблемах, о том, что не нравится, о том, что происходит, о том, что хотелось бы улучшить. И в первую очередь нас интересует даже не что нужно сделать, а как нужно сделать. То есть мы говорим в большей степени именно о методах, о каких-то конкретных примерах. Вот на что бы человек, глядя на развитие ситуации, обратил внимание и понял, что его жизнь улучшилась. Потому что, конечно, социология, она не в безвоздушном пространстве существует, и наша задача, как ученых, исследователей, работать не для научных статей, не для каких-то абстрактных вещей, а конкретно для общества. Ну вот как раз интересно, конкретно какие вопросы они вам предлагали? А какие вопросы они нам задавали? Ну, обычно вопросы задаем мы. Вы задаете, но вы сказали, что вы хотели ознакомиться, какие вопросы их волнуют, чтобы провести исследование на эту тему, так я поняла. Да, мы уже проводили исследование, то есть в рамках нашего исследования мы спрашивали о проблемном поле. Темы вполне очевидные, говорили и про транспорт, говорили, безусловно, про электроэнергию говорили, там, про водоснабжение говорили, про состояние дорог говорили, про школы. Интересно узнать, да, как их отношения, конечно. Но вот когда у нас будут уже обобщенные данные, я надеюсь, мы с вами встретимся, там, может быть, недельки через 2, мы данные всех исследований, всех фокус-групп, потому что она, конечно, была не одна, мы все это в обобщенном виде уже будем иметь на руках, и, соответственно, мы сможем уже это озвучить. Можете вы сказать, что вы уже знаете ситуацию с какими-то, не знаю, базовыми данными, которые есть на данный на данный момент вот в республике по каким-то основным показателям? Ну, в целом представление уже сложилось, если на то пошло. Представление оно такое, что очень много есть застаревших давних проблем, которые копились там на протяжении, наверное, всего послевоенного периода. И эти проблемы, они копились, и вот сейчас наступает такой кульминационный момент, когда это все нуждается в расшивке и в решении. Это и устаревшая советская инфраструктура жилищно-коммунальная. Это много моментов. Поэтому тут как бы сложно выделить что-то одно. Тут, конечно, очень важен комплексный подход. И это самое главное. Кстати, вот мы общались с руководителем
комитета по госстатистике. Вот и насколько складывается впечатление вот после разговоров, что у нас, может быть, нет даже как бы вот основополагающей базы, от чего, скажем так, отталкиваться, чтобы что-то сделать, что-то изменить в той или иной отрасли. И потому что эти данные, возможно, недостоверны. Вот как с этим будут обстоять дела? Какова роль, скажем, вот этой лаборатории для того, чтобы вот эту проблему снять? Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень важный. Но, на мой взгляд, в первую очередь надо идти к людям, прямо вот в глубину, как бы не бояться критических оценок. Понятно, что отношение к социологии достаточно настороженное в республике, но оно настороженное там по разным причинам, потому что человек не хочет, чтобы его потом, там, не знаю, в чем-то обвинили, в чем-то упрекнули, что он там очерняет нашу прекрасную действительность. Но мы не для того здесь находимся, чтобы кого-то хвалить или кого-то очернять. Мы как бы находимся здесь для того, чтобы смотреть правде в глаза. И это, по сути дела, основная цель создания социологической лаборатории совместной между двумя университетами. Потому что, понимаете, любой рост, такой качественный рост, он начинается с момента признания положения вещей. То есть мы должны все это дело продиагностировать, замерить, признать. Понятно, что социология — это не математика в чистом виде. Она нам не даст картинки вплоть до какой-нибудь там конкретной ямы на дороге. Но когда мы общаемся с людьми в разных районах, в деревнях, в городах, с разными возрастами, с разными категориями населения, мы начинаем понимать, чем дышит народ. И вот Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, он в одном из своих выступлений сказал, что нужно вот слышать биение сердец. И вот, наверное, социология, она как раз для этого и предназначена, чтобы понимать, чем человек дышит, что его волнует, там маленькие проблемы, большие. Потихоньку вот эта база статистическая, она будет формироваться, она будет накапливаться. Но это будет, может быть, не, опять же, какая-то вот статистика в чисто таком математическом ее понимании, а это, может быть, даже будет более качественная социология. Но, с другой стороны, если люди по каким-то, возможно, чисто субъективным критериям начинают думать, что жить стало лучше, реально, что вот происходят, может быть, даже они только начинаются, но они в ближайшем будущем произойдут, какие-то позитивные движения, изменения, если у них появляется то, что мы называем, как социологи, социальный оптимизм, то это уже залог, как бы задаток построения какого-то более четкого, более ясного, более успешного будущего, ради чего, в принципе, все мы и работаем. Ну да, я так понимаю, что необходимо изучать отношения, изучать настроения, какие-то вот мысли, идеи, которые витают в обществе, с тем, чтобы, если необходимо, то где-то снять напряженность, да, если будет картина известна, причины известны и так далее, да? Так я понимаю? Именно так. То есть просто понимать, часто, знаете, как бывает, вот отвлекусь, где-то там в высоких кабинетах на бумаге возникает какой-то проект, и он вроде бы как хороший. Но так как он не объяснен, непонятен большинству людей, для которых он предназначен, хотя он вроде бы направлен на улучшение жизни, этот проект воспринимается как враждебный, как что-то такое, что должно вот изменить жизнь к худшему. Может же быть и наоборот, может авторы думают, что это положительно. Вот авторы думают, что это хорошо, да, а люди думают, что это плохо. Почему, опять же, возвращаемся к исходнику, что надо понимать, как люди вот конкретную эту идею, проект, план, там, реконструкцию, модернизацию, ремонт, даже вот ремонт фасада там какого-то здания, как они это воспринимают. Ни в коем случае власть, государство, общество в лице его таких вот уже институтов, которые его представляют, не должно действовать своевольно. То есть надо понимать, как люди это воспринимают, жители, вот те, кому этим пользуются. Потому что, по мнению какого-то чиновника, возможно, там план хорош, а по мнению тех, кто живет рядом, это не очень хорошо.
И всегда должна быть вот эта вот обратная связь. Да, чтобы знать аргументы друг друга. Обратная связь с населением, разъяснительная работа, взаимодействие — это, по сути дела, база. Это основа основ. Ну, вообще, это тяжелая вещь, конечно, изучение общественного мнения, каких-то там настроений, проблем по той или иной, в той или иной сфере. Я имею в виду сейчас, допустим, какой-то частный проект. Сколько людей говорят, столько и мнений, да, и трудно найти какой-то вариант, который бы устроил всех. И вот в этом случае как поступать? Посоветуют социологи? Но вот с точки зрения социологии есть, например, такой момент. Он самый плохой как бы для социологов и для тех, кто пользуется результатами их труда, когда мнение по какому-то вопросу делится примерно 50 на 50. Ну вот, например, когда-то достаточно давно у нас был соцопрос в рамках организации по поводу длинного перерыва на обед в учебном процессе. Это касалось учебного заведения. И вот половина студентов и преподавателей выступали за, чтобы были эти вот 40 минут длинная перемена, когда можно сходить пообедать. А другая половина, там разделение было там 51 на 49, примерно так. А другая половина, она выступала категорически против, потому что одним хотелось пораньше уйти домой, они готовы отучиться без обеда, а другие хотят пообедать, спокойно там продолжить занятия и там до вечера задержаться. Это самая плохая ситуация, она, по сути дела, неразрешимая. То есть тут уже власть должна принять на себя ответственность, администрация, и принять либо ту, либо другую точку зрения, понимая, что у них будет половина тех, кто этим решением будет не удовлетворен. Но таких случаев в практике достаточно мало. То, что вот мы сейчас видим даже по тем исследованиям, которые мы за несколько дней здесь успели провести в Абхазии, по многим вопросам ситуация вполне конкретная. То есть вот большинство респондентов в качественных исследованиях и в массовых опросах, они высказываются там по одним и тем же проблемам примерно одинаково. То есть, наверное, если мы что-то собираемся модернизировать и улучшать, надо ориентироваться вот на те позиции, которые не вызывают существенных общественных разногласий. А вот эти сложные вопросы, где 50 на 50 идет разделение, их оставлять на потом и с ними уже предметно работать. Это уже вопрос более такой комплексной политики. То есть это не только соцопросы, это согласование общественных интересов, это более глубокий уровень. Да. Вы сказали, что уже ряд каких-то исследований здесь проведено. Расскажите, на какие темы были эти исследования и какие были результаты, если можно? Ну, первое исследование мы провели на такую гуманитарную, сугубо гуманитарную тему. Мы провели исследование, наша лаборатория провела исследование на тему «7 чудес Абхазии», рейтинг исторических достопримечательностей. Рейтинг достопримечательностей. Замечательно звучит. Абхазия — это очень регион богатый, богатейший в плане истории, в плане наследия историко-культурного. Мы даже специально в этом опросе разделили историко-культурное наследие и природное, потому что отдельный опрос хотим провести по природным достопримечательностям, так как их тоже огромное количество, и вот чтобы это все не смешивать, сделали несколько этапов. Но вот по итогам этого исследования абсолютным лидером в плане исторических достопримечательностей является Новый Афон. Да, вчера как раз у нас была фокус-группа в Новом Афоне. Причем респонденты из разных районов отметили этот комплекс, и причем в 3 ипостасях. И как объект, который для них наиболее известен, и как объект, который наиболее часто посещают как местные жители, так и туристы, и как объект, который они в большей степени рекомендуют туристам для посещения. То есть такие вопросы звучали. Да, в 3 позициях как бы один и тот же лидер. Но также надо отметить, что есть некоторые моменты, связанные с разделением респондентов, в том числе по уровню их образования, потому что наиболее образованный контингент опрошенных, он в большей степени придает значение более редким и малоизвестным на
широком уровне историко-культурным объектам. Там, допустим, базилики Святой Софии выделяются, там Лыхнинский храм, он тоже меняет свое положение в рейтинге по сравнению с Новым Афоном. То есть Новый Афон знают все, это как бы лицо, это вот как Кремль там для Москвы, так Новый Афон для Абхазии. А вот другие, тут уже идет некий вариатив. Ну, тут как бы еще такой немаловажный момент, для чего этот опрос. Он не просто вот чисто гуманитарная какая-то информация, которую там положили на стол, где-то она там, может быть, для научной статьи пригодится. Это же должна быть информация для туристов, потому что там всего в опроснике было 22 позиции упомянуто, и там есть те объекты историко-культурного наследия абхазского, которые на широком уровне мало известны. В том числе... То есть могут заинтересоваться, Да, посмотреть, что это такое. И вот это надо показывать. Это надо показывать российскому потенциальному туристу, что Абхазия — это не только там прекрасные пляжи, там вкусная кухня, там дружелюбные люди, но это по уровню своего историко-культурного богатства и наследия. Это страна, ну, сопоставимая с Италией. Давайте так, я не побоюсь как бы этой метафоры. Никто не против. Или с той же самой Грецией. Ну, сопоставимая, потому что здесь есть, по большому счету, все то же самое. Но это надо донести, это надо показать. Это все есть. Это огромный историко-культурный пласт нам наследия. Это мы уже как бы затрагиваем прямое влияние на какие-то вот сферы, туристическую, экономика тут же сразу, да, следом. Вот интересно, конечно, социология, наука. Хотела узнать, какие методы используются для изучения общественного мнения. Мы изучали, что это там просто какой-то опрос, да, анкета. Вот вы говорили фокус-группа, то есть вы куда-то выезжаете, телефонные опросы и так далее. Что в основном, какие методы здесь используются? Ну, мы предпочитаем сейчас, вот в рамках нашей работы, конечно, общаться с людьми face-to-face, потому что, ну, лицом к лицу. Извините за англицизм. Да-да-да, у нас к этому привыкли. Да, ну, мы пытаемся как бы говорить по-русски. Если по-абхазски не получается, то хотя бы по-русски. Поэтому задача основная, конечно, общение. Поэтому основные методы какие сейчас на данном этапе? Это массовый опрос, ну, он так называется, массовый. Это общение интервьюера с респондентом по формализованной анкете. Формализованная анкета — это анкета, где есть уже заготовленные варианты ответов, но там могут быть и открытые. Но, как правило, в этой анкете там 1, 2, 3 вот этих открытых опроса. Ну, вот в вопросе про исторические достопримечательности там их было 2. Там, где мы предлагали назвать свой объект историко-культурного наследия. И второй вопрос, он, ну, сейчас как бы не вспомню, но он тоже как бы был вот примерно в том же ключе. Вот какой был вопрос. Мы просили назвать источник информации, из которого вы получаете сведения об истории Абхазии. И, кстати, спутник был на первом месте. То есть вы исследовали и наши СМИ. Да. Ну, тут параллельно. То есть да, откуда вы получаете информацию? То есть спутник был на первом месте. Да, спутник на первом месте. Причем с очень большим отрывом. Понятно, что на открытые вопросы, почему их не любят социологи, отвечает значительно меньше людей, чем в целом участвуют в вопросе. А люди ленятся, им не хочется что-то писать, вспоминать. Там, это, ну, всегда меньше, чем общий объем выборки. Но то, что вашу радиостанцию, вообще вот ваш комплекс СМИ на первое место вывели, это показательно, да. Что по истории хотят видеть больше материалов. Но, опять же, таких материалов, которые, наверное, будут не просто вот какой-то скучной такой академической, исторической манере поданы, а именно живое, вот что-то такое вот со связью с современностью, историко-популярный. Так и стараются делать. Да, научно-популярный жанр какой-то, показать вот это все богатство. Я говорю, что Абхазия там не менее богата исторически, чем Италия, но это надо же раскрыть и для абхазов, и для приезжих, как бы, чтобы это было зримо, понятно и воспринималось уже современной аудиторией. Современная аудитория, она весьма капризна насчет того, что она перегружена очень сильно информационным. Это да, выбора очень много. Хотелось бы узнать, какая будет следующая тема исследований. Вот сейчас, может, параллельно идут ряд исследований, вот, и потом уже имеет, скажем так, адресата вот та информация, которая будет, в принципе, потом понятна, данные новые.
Ну, по тут этим как бы исследованиям? два вопроса в одном получается. Да, Ну да. следующие исследования идут, и уже есть как бы сейчас как бы новый проект. Ну, вот сейчас мы рассматриваем социально-экономические проблемы, то есть просто пытаемся сформировать проблемные ряды и некое видение с точки зрения общества на пути их решения, вот как бы просто понять как бы сам каркас, скажем Мгм. так, вот этого всего. Там очень много всяких нюансов, ну вот это вот сейчас в работе. Дальнейшее исследование будет посвящено, думаю, по крайней мере, это в планах, это уже сформировано, экологической проблематике. Для Абхазии тоже очень Интересно, важная очень, да. тема. И тут много слоев, и национальный этический кодекс, как бы отношение к экологии, к природе уважительно, и то, что происходит сейчас, и влияние современного общества, коммерциализации, туризма, того же самого, не будем скрывать, как говорится, тоже дополнительную лепту вносит в эти сюжеты. Поэтому, я думаю, следующий проект будет по экологии. Также обязательно будем продолжать достопримечательности и сделаем природные достопримечательности отдельной темой. Ну, понятно, что озеро Рица будет номером один, но, с другой стороны, есть и Ну, другие. много, И конечно. привлечь внимание, то есть опрос это всегда еще Объект. способ привлечь внимание, акцентировать на чем-то вот Мгм. фокус зрения, потому что чтобы мы немножко отходили от стереотипов, расширяли свою картину мира, смотрели на вещи более комплексно, более так глубоко, потому что, конечно, тут есть чем позаниматься. Это вот как бы первый момент. Что касается адресата, ну, адресат это, конечно, все общество. Потому что мы вот благодаря вам сегодня мы с вами встречаемся, рассказываем о социологии. Адресат это общественность, которая высказывается и которая получает обратную связь, в том числе от власти за счет этих исследований. Адресат это, конечно, академическое сообщество, потому что, конечно, ученые они тоже что-то хотят получить для себя в плане материалов для написания статей, в плане вот какого-то собственного развития. Ну и также адресат это, безусловно, в том числе и бизнес. Потому что, когда мы говорим, неважно о чем там, о достопримечательностях, об экологии, о природе, то есть мы затрагиваем в том числе и частный сектор, то есть мы затрагиваем тех, кто на этом зарабатывает. Но задача, конечно, если мы в общественных интересах все это рассматриваем, чтобы зарабатывали с умом, без вреда для окружающей среды, без вреда для социума. То есть чтобы и сам предприниматель получал преференции, но при этом обязательно Ну, были кстати, можно соблюдены. и заметить, где свободные ниши. Да, и свободные ниши, да, что Да. не освоено. То есть это информация для размышления. Это Мгм. такая вот тема, которая позволяет включить креатив собственный. Я так понимаю, социология тесно связана с политикой. Да, не зря же специалисты-политологи. Ну, из политики, конечно. А что такое политика? У нас искаженное немножко есть представление о политике. Что политика там грязное дело, чиновники Есть там. такое дело. Да, нет, не без Слегка, этого. да. Да, что это вот что-то такое как бы нехорошее. А на самом деле об этом тоже нужно говорить. Это тоже нужно менять, это представление. То есть политика в хорошем смысле этого слова. Политика от слова полис. Полис — это город, это как раз вот первая ячейка государственности. Если уж мы на то пошли. То есть для политики, для того, чтобы, допустим, органы власти приняли то или иное решение, и у них будут как аргументы какие-то исследования, да, социологические, они могут на них опираться и могут решить так или иначе. Конечно. Власть, она, я не зря сказала про вот высказывание Путина, там, про биение сердец. То есть власть, она, чтобы быть долгой, чтобы быть конструктивной, чтобы быть эффективной и полезной не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе, она обязана слушать людей. Ну и потом, возможно, если, скажем, будут чувствоваться, да, отчаяние и учитываться мнение общества, да, общественности, то тогда и вот этот градус турбулентности, который у нас периодически бывает, можно как-то, ну, как бы снижать. Безусловно. Да. Потому что откуда возникает вся эта турбулентность? От безвыходности. То есть человеку плохо, его не слышат, на него не реагируют. Это вот как бы естественная реакция.
у него ничего не остается, как идти, вот как-то высказать свое мнение, там, покричать, там, устроить какое-то собрание, митинг. То есть он хочет, чтобы какое-то решение не принималось, а как он может повлиять на эту ситуацию? Поэтому он выходит на улицу. То есть это в основном происходит не от того, что там люди виноваты, а от того, что нет обратной связи, от того, что им навязывают какие-то моменты, которые они не понимают или не принимают, или у них есть аргументы против того, что им предлагается, и их насильно пытаются куда-то затащить. Они не хотят, они сопротивляются. Это естественная реакция. И дабы этого не было, конечно, должен быть постоянный диалог. И социология, конечно, не есть основной, единственный инструмент, но это один из инструментов, который нам позволяет эти проблемы решать, находить как бы выход. Кто может, скажем, заказывать темы, такое может быть, для лабораторий, допустим, какой-то частный предприниматель или какой-то руководитель какой-то там какого-то ведомства, он может сказать, там, вы могли бы вот выяснить, что происходит в этой сфере. Вы берете заказы, скажем? Ну, скажем так, у нас абсолютно некоммерческое все это дело. Ну, я понимаю, но... Да, но если кто-то придет, да, у нас это все действует на некоммерческой основе. Это сотрудничество между двумя университетами, я это подчеркиваю. Но если кто-то придет со своей идеей и скажет, я вот вижу там такую-то тему, вот я хочу вот такой проект реализовать, там, боюсь какой-то реакции, или я не понимаю, как люди на это отреагируют. Если кто-то придет с инициативой, мы, конечно, с радостью с этим человеком пообщаемся, можно обратиться в лабораторию при Абхазском государственном университете. И, я думаю, если идея интересная, мы эту идею возьмем на вооружение и сможем это реализовать. То есть сколько сейчас человек работает в лаборатории? Какие специалисты, может быть, вот вы говорили, студенты будут привлекаться, необходимы какие еще специалисты ну, вообще? И вот сейчас вы уезжаете, будут ли летом работать? Вот как все в перспективе ближайшей? Ну, летом будут работать обязательно, и я буду работать, я буду приезжать. И коллеги мои из университета, я вот даже в этот визит приехал, не одна, привезла с собой уже молодого коллегу, нашего аспиранта, который как бы тут со студентами общается и налаживает контакты межгосударственные. Скажем так, да. И к нам в этом году приезжают учиться 3 представителя из Абхазии в магистратуре будут учиться нашего факультета. Поэтому у нас этот обмен будет очень постоянным, и он, я надеюсь, очень будет долгим и не прекратится. То есть для нас это очень важно. Это не единовременный проект. Это не то, что вот мы там собрались под задачу, что-то сделали. Работа ведется, летом будет работа вестись. В первом этапе приняло участие около 40 студентов Абхазского государственного университета. Задачи справились, есть, конечно, некоторые шероховатости, но это все в рамках первого этапа совершенно нормально, и мы это принимаем. Не далее, как завтра с утра будет встреча вот с участниками первого проекта в Абхазском государственном университете. Те, кто сможет с нами на лето остаться, кто не будет активно интегрирован в туристическую отрасль или будет, но параллельно сможет заниматься нашими задачами, мы их всех приветствуем. То есть у нас здесь такая система максимально открытая. То есть нет такого, что мы вот там говорим, что мы возьмем там только 3 человек и больше там не приходи. Мы стараемся более широкий охват, потому что тут такая еще важная деталь. Важно, чтобы социология стала нормой жизни, таким вот постоянным спутником функционирования общества. Вот это обратная связь. То есть это вот социология, может быть, термин кого-то отталкивает, что меня будут изучать, там, логос, наука, я что тут, подопытный кролик, чтобы меня вот исследовали. Тут в другом вопрос. Вопрос получить мнение, получить вот этот вот отклик. Потому что люди должны, все-таки наши слушатели, глубоко уважаемые, должны задуматься, что если я не говорю о чем-то, о проблеме, я рассчитываю, что кто-то увидит, там, власть, глава администрации, бизнесмен, что вот он должен сам заметить. Он может не заметить. Должна быть какая-то... Это в интересах общества. Да, это в интересах общества. Должен быть некий канал, по которому эта информация будет поставляться. Чтобы вот все люди, принимающие решения, понимали,
что вот какие-то вещи делать просто вот не надо, что общество их не приемлет по каким-то причинам, что нужно об этом поговорить. И всегда вот разговор, диалог, общение снимает огромное количество вопросов. Там, наверное, в 100 случаях, там 99 можно решить переговорным путем. Без конфликта, без вот противостояния. Для нас это важно. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Я надеюсь, что мы еще неоднократно поговорим на эту тему, на тему того, как будут социологические исследования здесь у нас проводиться, развиваться вообще вот эта сфера с новыми специалистами. Тоже надеемся познакомиться. Я напомню, что о том, как в Абхазии работает лаборатория социологических исследований, которая открылась в АГУ и которая была создана на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете, о том, как возник этот проект, какие исследования проводятся в лаборатории и как будут распоряжаться их результатами, мы говорили с Марией Филь, кандидатом политических наук, доцентом МГУ. Спасибо. Спасибо вам большое.